Азамат Галин. Здравствуйте, Добрый Азамат. день. Я напомню нашим радиослушателям номер для смс-сообщений и сообщений в мессенджере Telegram, куда вы можете присылать вопросы нашему гостю. +7 927 304 10 51. Не забывайте при этом подписываться. И вы можете смотреть нашу программу в прямой трансляции в Фейсбуке и на Ютубе, где также призываю вас ставить лайки и всячески участвовать в дискуссии. Начнем мы сегодня, наверное, с темы, которая на прошлой неделе еще начала развиваться. Я напомню, что в Уфу приезжал полпред президента Путина в Приволжском федеральном округе. И вот на эту тему в том числе на портале «Правда ПФО» вышла довольно-таки критическая статья Андрея Иванова. Читали, кстати, статью? Нет, пропустил. Я вот сейчас буквально пару тезисов оттуда озвучу. Значит, Ради Хабиров так разнервничался, что успокаивать его пришлось полпреду Комарову. Не сдвинув за 4 месяца с мертвой точки ни одной острой проблемы Башкортостана, обманутые дольщики, нелегальный транспорт, спад инвестиций, но новый руководитель региона получил еще одну в виде наведенного массового психоза в Сибае, да еще и прославился умением наживать себе недоброжелателей из числа недавних сторонников. Подписал соглашения в Сочи, которые уже были подписаны. Кстати, вот как вам это мнение? Согласны ли с тезисами, которые здесь озвучены, или можно поспорить? Когда, допустим, есть желание все свалить в одну кучу, да? Угу. Наверное, с точки зрения как бы журналиста, который обрабатывает материал, возможно, да. То есть, как бы, то есть, если мы говорим о тех фактах, которые там приводят, что у нас там Сибай, допустим, да, что там еще инвестиции, обманутые дольщики, нелегальный транспорт. Там нелегальный транспорт. То есть я не знаю, есть ли определенные какие-то KPI, да, по решению тех вопросов, которые, в общем-то, как бы обозначил Хабиров. Но тут получается так, следующее. Вот если отслеживать по его оперативкам, то, в общем-то, я думаю, что одним из самых главных, наверное, критиков выступает он сам, собственных решений. И собственных решений в том числе? Да, то есть и его подчиненным же тоже вот на оперативках, смотришь, неплохо прилетает, да? То есть, как бы... Подчиненным, да, по поводу собственных решений не совсем понял. Но имеется в виду, если даются какие-то, значит, указания, и они не исполняются, то есть он же говорит о том, что там, допустим, своевременно не выполнили, что мне нужно там, допустим, самому, что ли, там ездить, допустим, каждый вопрос контролировать, да? Я имею в виду в этом плане, поэтому вот я... все же познается в сравнении. Я сравниваю, допустим, с ситуацией, когда был Хамитов, и, допустим, ту ситуацию, которая на сегодняшний день, да, у нас. Те вопросы, которые они обозначены, они так или иначе решаются. Если бы, допустим, сейчас у нас руководителем региона был бы, наверное, Хамитов, то, в общем-то, наверное, ни один из этих вопросов даже не сдвинулся бы с мертвой точки. А вот хотелось бы понять, что у нас сейчас все-таки решается, или хотя бы сдвигается с мертвой точки, по факту. Вот я как раз о чем и говорю. Есть, наверное, определенные какие-то KPI, да, по которым они все эти решения отслеживаются. Так, да, какие-то целевые индикаторы же есть. Вот без... вот я не могу рассуждать, если я не знаю этих целевых как бы контрольных меток. У каждого управленческого решения они имеются. И я вот, не зная этих показателей, не могу анализировать. То есть, если, допустим, Андрей Иванов знает эти показатели, и он там в этой статье привел, я посмотрю, да, я потом смогу дать более развернутый, наверное, ответ. А вот в данном случае мне рассуждать об этом тяжело. Почему? Потому что я просто не знаю содержания, да. То есть, как бы, это же не просто какие-то политические лозунги, а там существует определенный набор решений, которые необходимо постепенно внедрять в жизнь, в том числе и по нелегальному транспорту. Внедрение там электронной системы, получения платежей, да, то, что мы уже много-много-много раз обсуждали. Все эти задачи, они, я так понимаю, так или иначе, постепенно решаются. Ну вот тогда можно действительно по отдельности пройтись. Вот транспорт, да, есть какие-то изменения в том смысле, что там с нелегалами боролись и начали вводить безналичную оплату, но вместе с тем турникеты у нас хотят поставить. А в Москве они есть, кстати. Отменили же их там. Ну вот в автобусах отменили, да? Отменили. Ну вот я, насколько помню, вот я именно в Москве перестал ездить на автобусах именно потому, что там были турникеты. Аналогично. Тоже не пользовался. Да, очень неудобно это было, потому что заходишь в автобус и упираешься в турникет. Это
там они это прошли, и удивительно, если наши те, кто отвечает за транспорт, если они не учли опыт Москвы, да, по этим турникетам, очень неудобно, и, в общем-то, у нас есть своя особенная для Уфы система, скажем так, приема платежей. Она есть, но это в маршрутках, да. То есть, как бы, да, она... То есть, как бы у нас люди рассчитываются при выходе. И я всегда вот обращал на это внимание, потому что, вот, допустим, во многих городах деньги принимают, когда ты заходишь в автобус. Да, во всех, по-моему. Вот да, а у нас, когда выходишь из автобуса. То есть у нас люди уже так настроены, и это вызовет очень большую волну негатива. То есть, и все будут против, это однозначно, да, вот этих вот турникетов. Тут как раз таки вопрос возникает. Вроде опыт готовый есть, возьмите и примените, да? Ну, то есть ощущается такое поверхностное отношение. Там, вот, знаете как, по нелегальным перевозчикам, там проблема же была не в том, чтобы там вводить или не вводить турникеты, да, когда принимать оплату, при выходе или входе. Там проблема была гораздо серьезнее в наличии теневого оборота вот этих вот денежных средств, да, которые оборачивались. Да, и вот эта проблема, она была гораздо, скажем так, острее, и прежде всего решали эту задачу. И на сегодняшний день, насколько мне известно, эта проблема, она практически решена. То есть на рынке именно вот пассажироперевозок в Уфе не осталось лиц, которые не были бы, скажем так, официально зарегистрированы и не имели бы разрешений. Вот эта задача, она была первостепенной. Почему? Потому что безопасность на транспорте и количество дорожно-транспортных происшествий, вот, связанных, да, с автобусами, с общественным транспортом, она вот возникает именно вот из этой ситуации, когда, допустим, за рулем сидят там какие-то гастарбайтеры, да. Непонятно. Вот. И, в общем-то, любой перевозчик, он должен прежде всего понимать, кого он везет и за что он отвечает. И вот по дисциплинированности я как автовладелец, я всегда замечал недисциплинированность водителей, ну, как бы маршрутных, да, автобусов. И я начинаю замечать, что они как бы уже, ну, не разворачиваются, да, там со второй полосы на перекресток, да, там. Не, вот буквально на днях только вот заметил, тоже возмущался, высадка пассажиров со второй полосы. То есть вот таких вот, ну, скажем, событий, ситуаций, даже тех, которые в мое поле зрения попадают, они становятся все меньше и меньше. Вот с этим нужно бороться. А вот эти вот вопросы, там, турникеты и так далее, это второстепенно, это больше такие, ну, скажем так, пользовательские, да, интерфейс, скажем так. Ну, понятно, что сам Хабиров, он, наверное, во все эти мелочи не должен вникать. Да, то есть это... Да, это уже непосредственно те исполнители, которые на местах, они определяют эти вопросы. Вот поэтому то, что касается транспорта, я думаю, что так или иначе ситуация будет разрешена. Я со своей стороны думал, что, знаете, каким образом это будет осуществляться, что все-таки мы будем использовать современные технологии для отслеживания нелегальных перевозчиков. Это же можно было сделать, допустим, на остановочном павильоне, поставить, ну, допустим, такие вот табло, и чтобы... значит, пассажир видел, легальный это перевозчик или нелегальный. Можно же это сделать? Да. То есть, допустим, автобус подъехал, и, допустим, видеть его расписание. Да? Можно Понятно, же? Да. То есть, вот, допустим, время там 15-18, подъезжает, допустим, автобус такой-то, с таким-то номером. Это вызывает доверие? Это вызывает доверие. То есть, и таким образом, вот, это очень удобно в том плане, когда ты знаешь, когда автобус приезжает. Потому что ты таким образом можешь рассчитать время, которое необходимо тебе, там, допустим, для поездки, да, в другую часть города. Мне казалось, что решение будет лежать вот так. Значит, ну, пока, видите, они двигаются в другом направлении, но поживем увидим. То есть, как бы мы же никуда не делись. А с инвестициями как? Вот ты как предприниматель, наверное, в этом вопросе, ну, еще больше понимаешь. Прозвучало мнение, что некоторые соглашения, которые в Сочи подписаны, чуть ли не повторно подписаны, а раньше уже было все это дело организовано там с Хамитовым. То есть декларация о намерениях повторена в очередной раз. Значит, относительно инвестиций были приняты, то, что мне, да, по крайней мере, известно, были приняты принципиальные решения. То есть, это... все вопросы, которые непосредственно касаются, скажем так, ну, привлеченных
из-за пределов республики денежных, ну, каких-то средств, инвестиций. А все эти вопросы непосредственно решаются как бы вот у него, да, там, то есть на инвестчасе с участием, значит, самого Хабирова. То есть это первое такое организационное решение. Чем оно помогает? Оно помогает там, ну, временные ресурсы, да, правильно распределить. В общем-то, это очень удобно, да, то есть как бы для тех инвестиций, которые к нам в регион заходят и не знают нашу внутреннюю кухню. То есть помогает преодолеть, да, вот эти все коррупционные барьеры, по крайней мере. Но ведь попасть надо еще на инвестчас. Ну, наверняка, да. То есть, как бы, я не знаю, как они туда попадают. То есть, как бы, видимо, есть какой-то денежный, да, скажем так, эквивалент. То есть, сколько-то рублей инвестиций, и, наверное, видимо, оказывается... то есть не надо занести кому-то. Я думаю, что там никому не надо заносить. Потому что ситуация с инвестициями везде плохая. То есть, не только у нас в регионе, да. Вот. И если, допустим, мы берем вот самые крупные события, которые у нас были, это шоссе БРИКС, по итогам которых нам озвучилось, что чуть ли не 500 миллиарда, значит, нет, 500 триллиона, да, значит, рублей инвестиций будет, значит, ну, придет в нашу республику. Что мы в итоге получили? Мы в итоге ничего не получили. То есть мы в итоге получили порядка 35, по-моему, или 37 миллиардов рублей долга у республики за подготовку вот к этим мероприятиям. Ну, совокупно я имею в виду. Перед Уфой, например. Перед Уфой там, и так далее, и так далее. Вот, а где эти 500 триллиона рублей, я не знаю. И вообще я, знаете, вот всегда отношусь очень скептично вот к такого рода заявлениям, когда говорят, вот мы там, допустим, где-то там подписали соглашение на столько-то там, ну, миллиардов рублей. Ну вот в Сочи как раз я про это сейчас. И Хамитов вот ездил, да, там на разные... Даже вот при мне было, Марданов, помню, подписывал на выставке какой-то «Золотая осень», по-моему, она называлась, подписывал соглашение о привлечении там инвестиций с инвесторами там на сколько-то миллиардов рублей. А где эти инвестиции, я не знаю. То есть, как бы, мы очень много чего не видим, скорее всего, они где-то есть. Да? То есть эти инвестиции в каком-то виде, наверное, они присутствуют. Поэтому здесь очень сложно, да, то есть как бы мне вот анализировать. Ну, тут Кроношпан, по-моему, прозвучал, да? Кроношпан, который уже есть, который все-таки при Хамитове, да, зашел сюда, и вот вновь с ним подписывает Ради Хабиров на Сочинском форуме соглашение. О чем там соглашение было? Вот подробности сейчас не скажу. Но, может видимо, быть, они что-то дополнительно хотят, может быть, построить? Быть. То есть как бы, если они что-то хотят дополнительно построить, это одна ситуация. То есть как бы, ну да, действительно, то есть как бы, да, зачем подписывать соглашение на то, что уже и так стоит. Как бы. Соглашение по лесу у них и так на 49 лет. Я делал в свое время подробный анализ их, ну, документальный, да, скажем так, правовой основы, на которой они работают. Вот, и, кстати, дальше что произошло, да, тот же Андрей Иванов пишет у себя в соцсетях, что после этого материала его забанили те люди, ну, видимо, которые управляют страницами Ради Хабирова во всех соцсетях. То есть у меня, говорит, сейчас нет доступа ни к одному из аккаунтов, ни в Фейсбуке, ни в ВКонтакте и нигде. Это как можно прокомментировать? Ну, наверное, Иванову, наверное, собственно говоря, самому виднее, заблокировали его там или нет, да? То есть, как бы, то есть, если на слово поверить, что это так. Если на слово поверить, ну, вообще, конечно, я удивлен. Ну, я сомневаюсь, что это было сделано самим Хабировым. В общем-то, как бы, ну, не его уровень, да, то есть, как бы, сидеть там, отслеживать Иванова и блокировать его. А чей это уровень тогда? Вполне вероятно, да, что не сам Хабиров, конечно. Наверняка это на уровне каких-то исполнителей осуществляется, если они действительно есть. Но Иванов, он является представителем же как бы издания, да, федерального издания является. И мне кажется, что администрация не должна была допускать вот таких вот ошибок. И, в общем-то, можно же заблокировать кого? Ну, блогера, да. Все-таки блогера можно? Нет, я имею в виду, ну, вот, чисто в теории, то есть кого можно обычно блокировать? То есть блокируют там, ну, блогеров или там, ну, разных троллей, то есть комментаторов. Вот. То есть, как бы, ну, таких вот, скажем так, вот заходят на страницу там в соцсетях и начинают какие-то нелестные комментарии оставлять. Когда да? ты частное лицо, наверное, ты имеешь право кого угодно блокировать. Да. А когда ты глава региона, имеешь ли ты вообще право? Мало Нет, ли. Конечно.
Нет. Тролль не тролль, там, я не знаю, То есть тем более нет, журналист. то есть я как раз о чем хочу сказать, что наверняка это то ли либо какая-то ошибка, либо еще что-то, да, не знаю, то есть как бы, потому что я как раз о чем и говорил, то есть ты можешь блокировать там троллей, там, да, а когда речь идет о федеральных как бы журналистах, ну, наверное, это большая ошибка, и, в общем-то, те люди, которые, в общем-то, отвечают за информационную повестку администрации Хабирова, мне кажется, что они перестарались в данной ситуации. А можем ли мы из этого сделать вывод, что на самом-то деле ситуация не вся контролируется, что вот ошибка здесь, ошибка там, то есть, а мало ли их еще может быть, мы же не знаем всех. Но не ошибается же тот, кто не работает. Так. Вот Хамитов у нас не работал, он не ошибался. То есть, и, в общем-то, и постоянно попадал в поле нашей критики за то, что вообще ничего не делает. Так. И исходя как бы вот из этой золотой формулы, и, в общем-то, люди пришли, и, в общем-то, что они получили? Они получили, ну, как сказать, дырявую баржу, да, с огромными-огромными проблемами, и на сегодняшний день пытается все это вытащить на сушу, да, и, скажем, залатать для того, чтобы можно было дальше плыть. Там, хотя бы догнать соседний Татарстан. Вот представляете, да, мы какие себе целевые задачи ставим. Догнать Татарстан. Мы не говорим о том, что мы хотим, как сказать, догнать Европу, да? Там Не, мы ну говорим понятно, надо реальные цели ставить, То наверное. есть, да, поэтому, видите, да, огромный пласт проблем, и поэтому, в общем-то, ничего удивительного нет. Я вот сам, как бывший чиновник, рассуждаю именно таким вот образом, что если система управления расшатана и развалена, она требует корректировки, и всегда, когда ты начинаешь ее корректировать, всегда наступаешь на чьи-либо интересы. Угу. Да, Речь то ведь есть, не как бы, идет, что критиковать как то бы... есть нет, я говорю, да, то есть ошибки, они должны присутствовать, но вот когда речь идет там о том, чтобы заблокировать или не заблокировать человека в социальных сетях, вообще Хабиров, он заставил всех глав администрации, чиновников выйти в социальные сети и начинать общаться непосредственно напрямую с населением. Да, и он сказал, я буду сам общаться с населением напрямую через социальные сети, да, и вы должны общаться с населением через социальные сети. А тут взять и заблокировать журналистов. Мне кажется, это ошибка какая-то. Угу. Мне кажется, что это, ну, как-то не вяжется, да? Ну, Да. С тем положением общественного договора, который мы с ним заключили. так вот мы и пытаемся разобраться в тех вещах, которые не вяжутся с... наверное, проще будет просто спросить там у Мурзаголова. Ну вот и спросим, я думаю, в Да, ближайшем будущем. зачем ты заблокировал Иванова? Конкретно, да. Да, то есть... Понятно, что когда человек ничего не делает, он не ошибается, но который делает, он ошибается чаще. Но вот здесь есть другая проблема, да, вот критика. Судя по тому, что происходит, да, и судя по тому даже, как Ради Хабиров общался с Сибайцем, который там заявил о желании выйти на митинг, критику он не очень-то и любит. Но вот лично из-за него какие-то оценки давать, там, любит он критику или не любит, я не могу, да, то есть, как бы, нужно смотреть по делам, то есть, как бы, и... В общем-то, я вот эту ситуацию про Сибайца не знаю, как она Видео ходило прям по интернету. как она повлияла на вот это политическое пространство, на наше в целом, да, и какие имело политические последствия. Мне кажется, здесь, знаете, проблема заключается в самом, наверное, в том, что вот помните ситуацию с Рутением, когда у нас произошла, значит, Хамитов благополучно сел в самолет и улетел. То есть, вот улетел, не осталось Хамитова, остались мы, вдохнули несколько сотен там, килограмм пыли этой рутиневой соли, сидели, ругали, значит, Хамитова, а Хамитов даже ничего не сказал. Вот не было ни одного заявления, кроме там заявлений каких-то должностных лиц, которые в первый день мычали, что вообще ничего не было. Потом, значит, нам сказали, что все-таки, оказывается, в Деме там что-то было. Мы что-то возмущались. В итоге ничего там, в общем, не произошло. То есть, как бы, да? Угу. Даже, помню, Чанышева там подавала, по-моему, и в суд пыталась подавать, и прокуратуру. Вот никаких телодвижений не происходило вообще. И мне кажется, здесь вот есть, наверное, такая, как бы, проблема в том, что Хабиров все вот эти вот проблемы, все вот эти вопросы, он ими как бы управляет в ручном режиме. То есть вот возникла проблема, да, он в эту проблему вникает, берет эту ситуацию под свой личный контроль
тем самым привлекает к этому как бы общественное внимание, да, то есть как бы и в итоге все недоработки по этой проблеме начинают сыпаться куда? На него. На него. Да, потому что он этой проблемой, этой ситуацией управляет как бы в ручном режиме. Вот. Мне кажется, что банальное стандартное перераспределение нагрузки, да, и назначение как бы ответственных людей, это бы позволило Мы прервемся избежать. на новости, после этого продолжим с Азаматом Галиным. В Москве 13 часов 30 минут. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо». Добрый день. Мосгорсуд признал законным арест партнера Беринг Востока Вагана Абгаряна. Он арестован по тому же делу, что и основатель фонда Майкл Калви. Как сообщает Интерфакс, ходатайство и поручительство в защиту Абгаряна через адвокатов передали несколько десятков человек, в том числе совладелец Альфа-банка Петр Авен, посол Армении в России Вардан Таганян. Всего 42 человека. Основатель фонда Беринг Восток Майкл Калви не жалуется на условия содержания в СИЗО. Он чувствует себя нормально и говорит, что давление на него никто не оказывает, рассказал бизнес-омбудсмен Борис Титов, который побывал в СИЗО «Матросская тишина». Титов уверен, что в деле Калви нет политики. Много раз повторял, что это корпоративный спор. Что в Лондоне у них есть претензия, да, к их партнерам по банку на большую сумму. И вот эта вот конфликтная ситуация, которая, по его мнению, привела к таким результатам. Если будет продолжаться дело долго, то, конечно, я боюсь, что нам будет очень долго и сложно объяснять, прежде всего, иностранным инвесторам, что надо инвестировать в проекты в России. Но, конечно, будет сложно не только для иностранцев наша экономика, прежде всего будет сложно нашим предпринимателям дальше развивать свои проекты. Титов также сообщил о сборе средств на залог для Майкла Калви. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отрицает, что на прошлой неделе на одной из закрытых встреч Владимир Путин высказал свою позицию по поводу задержания американского бизнесмена. По данным агентства Bloomberg, Путин счел оправданным возбуждение дела против Калви. Песков утверждает, что президент всего лишь констатировал факты и никаких предпочтений не высказывал. Цены на авиабилеты на разных направлениях выросли с начала года от 5% до 33%, сообщает «Коммерсант». По данным сервиса «Билетикс», на внутренних рынках больше всего подорожали перелеты из Москвы в Симферополь на 78%, а на международных из Москвы в Барселону рост составил 83%. Источник «Коммерсанта» в «Аэрофлоте» утверждает, что сервисы по продаже билетов не учитывают изменения курса валюты. Год назад доллар стоил 55 рублей, а сейчас почти 70. Источник добавил, что авиакомпании работают на грани рентабельности. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вошел в общественный совет при Комитете Госдумы по культуре, сообщает Интерфакс со ссылкой на руководителя комитета Елену Ямпольскую. Она утверждает, что ей интересно творчество Шнурова, особенно жанр «Утром в инете, вечером в куплете». В совет также вошли митрополит Псковский и Порховский Тихон, писатель Евгений Водолазкин и руководитель Большого московского цирка Эдгард Запашный. «Опель» возвращается на российский рынок. Это должно произойти к 2021 году, объявил французский концерн Peugeot Citroën, владеющий брендом. Как ожидается, автомобили Opel будут производить на заводе в Калуге. Opel ушел из России в марте 2015 года. В тот момент он принадлежал General Motors. Доллар на завтра 65 рублей 62 копейки. Евро стоит 74 рубля 49 копеек. Это курсы Центробанка. В Москве в ближайшие сутки облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Похолодает ночью до минус 6 градусов. Завтра днем минус 2, минус 4. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы». Благотворительный фонд «Изгелек» обращается к неравнодушным слушателям «Эхо Москвы» в Уфе. У двухлетнего Шамиля Якупова из Уфимского района республики множественные пороки развития. Из-за сложных диагнозов мальчик не может самостоятельно дышать. Сейчас семье Якуповых нужна помощь в приобретении портативного кислородного концентратора для сына. Стоимость аппарата 290 тысяч рублей. Помочь Шамилю просто. Пришлите СМС на номер 3443 с текстом «Изгелек» сумму пожертвования. Сумма может быть любой. Спасибо за помощь. Более подробную информацию вы можете найти на сайте благотворительного фонда «Изгелек». По средам после 13 часов на «Эхе Москвы» в Уфе раскрываем результаты маркетинговых исследований и говорим с экспертами из различных сфер рынка. В программе «Включаем маркетинг». Ведет программу Виталий Пилипчук.
По понедельникам и четвергам после 13 часов в студию «Эхо Москвы» в Уфе приходят те, кто хочет сделать наш город лучше. Слушайте совместную программу «Эхо» и Центра современного искусства «Облака» «Парк искусств». Ведет программу Валерьян Гагин. Все, чем живет башкирская благосфера, расскажет Евгения Куцуева в программе «Блок-аут». Каждый четверг в 14:35 на «Эхе Москвы» в Уфе. Открой для себя журнал «Дилетант». Узнай о правителях и полководцах, о великих художниках и музыкантах, о писателях и поэтах. Ознакомься с историей в комиксах и карикатурах. Стань интересным собеседником. Прочитай о новинках кино и литературы. Выясни, куда сходить и во что поиграть. Покупай журнал «Дилетант» в гипермаркетах и киосках печати нашего города. Для лиц старше 12 лет. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Ковер. Келем. Вызвать на ковер. Келемге бастыру. Вызвать на ковер. Келемге бастыру. Ради Хабиров пообещал вызывать чиновников на ковер из-за летающей на улицах пыли. Ради Хабиров урамдарда осқан тузан үшін түрелерді келемге бастырырға хуз бирді. Ради Хабиров пообещал вызывать чиновников на ковер из-за летающей на улицах пыли. Ради Хабиров урамдарда осқан тузан үшін түрелерді келемге бастырырға хуз бирді. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Персонально ваш. Продолжаем программу «Персонально ваш» на волнах «Эхо Москвы» в Уфе. У микрофона Руслан Валиев, вместе со мной общественный деятель Азамат Галин. И продолжим затронутую уже тему Сибая. Вопрос такой, почему там все-таки не объявляют чрезвычайную ситуацию, хотя ситуация не улучшается, и ПДК у нас каждый день, ну, по крайней мере, вот в ясную погоду, там то в 20 раз превышается, сегодня в очередной раз, кстати. Ну, смотрите, давайте так, вот что там происходит, да, то есть там, вот если строго придерживаться инструкций, это локальное экологическое бедствие с нелетальным поражающим воздействием. О, как? Вот, если это строго придерживаться инструкций. Вот, согласно инструкции, чрезвычайная ситуация объявляется в случае превышения отравляющих химических веществ ПДК более 50 раз и более 8 часов подряд. То есть это вот строго согласно инструкции. Есть нормативы, да. Именно, значит, первый показатель это 50, превышение ПДК более 50 и по времени более 8 часов. Это строго согласно инструкции. И не нужно думать, что власти какие-то беззащитные, да. В случае, если бы объявили ЧС, такие учения проводятся регулярно, каждый год эти учения проводятся. У каждого города есть своя зона, куда, значит, осуществляется эвакуация населения. И, в общем-то, есть целый набор инструментов, которые за 40 минут моментально включаются. Вот 40 минут достаточно для того, чтобы, ну, скажем так, приступить к эвакуации и за 40 минут эвакуировать весь Сибай. Но это эвакуация в Чистополе имеется в виду, да? Нет, не расселение. нет. Есть места, я еще раз говорю, у каждого города, у каждого населенного пункта есть свои эвакуационные зоны, куда они должны быть эвакуированы. Есть, значит, транспорт, который специально, ну, имеется в виду, я вот сейчас, как бы сделать так, чтобы и гостайну, да, не огласить. То есть на каждом предприятии, значит, есть люди, которые знают, когда и как, и что нужно делать. Ага. Какой автобус из гаража забрать, чтобы куда поехать? Я говорю еще раз, каждый год проводятся учения, каждый год. Эти учения проводятся. И эти нормативы соблюдаются? И эти нормативы соблюдаются очень жестко. Эти нормативы очень жестко соблюдаются, и все отрабатывается
значит, на поле. Да, иногда там, есть разные уровни. Я сам неоднократно участвовал в подобного рода, значит, учениях, и там все контролируется достаточно очень жестко. Да? Поэтому не нужно думать о том, что вот взяли людей и некуда их эвакуировать. Поверьте мне, есть куда За это отвечает кто, МЧС? За это отвечает федерал. Вот как раз я к этому. Федеральный МЧС. Это федерал. Вот как раз я сейчас к этому и веду. Да? То есть получается так, что если, согласно инструкции, если мне не изменяет память, это 324 приказ, там все это подробно прописано, да, вот этот весь алгоритм действий. Значит, поступил сигнал, должны приступить к эвакуации. Вот дается 40 минут, приступает к эвакуации, и условно в течение определенного времени, поверьте мне, эвакуировать так, что там ничего не останется. Все. Значит, есть правила эвакуации. При эвакуации граждане имеют с собой брать право, имеют, значит, паспорт, и все. Никаких личных вещей, ничего с собой брать нельзя, потому что все это возьмут и выкинут. Угу. Вот, это однозначно. Если будете, соответственно, сопротивляться, возьмут и пристрелят, я не знаю, да, то есть как бы действует инструкция времени ЧС. Мы сейчас говорим о ядерном ударе, как будто практически. Понимаете, то есть как бы есть же радиационные, да, значит, радиационная опасность, химическая опасность, там, допустим, летального воздействия, да, то есть как бы вот здесь вот ситуация такая, что вот эти поражающие вещества, они не летальны. И согласно инструкции, они не превышают вот этих вот, видимо, вот этих временных нормативов по ПДК для того, чтобы объявить ЧС. Просто вот я к чему это говорю, вот в социальных сетях сейчас вот развернулась кампания сбор подписей за то, чтобы объявить зону ЧС в Сибае. Угу. Вот им кажется, что это веселье какое-то определенное, да? Это ни в коем случае не веселье. Я просто сейчас вот пытаюсь людям объяснить, что это такое эвакуация. Значит, все эти мероприятия, они отрабатываются. Людей куда эвакуировать, поверьте мне, точно есть куда, да? Значит, как этих людей кормить, как этих людей содержать, все знают. Как этих людей куда везти, все это знают. Все, кто должны это знать, они это знают, да? И если, допустим, вы попадаете в эту эвакуацию, вам с собой, кроме паспорта там, и свидетельства о рождении детей, с собой ничего не разрешат брать. Вы должны все бросить и уехать. Отсюда вопрос. Что будет с вашим личным имуществом, хозяйством, которое вы там бросите и уедете? Это же там мародерство начнется. Так уедут же все, никого не останется. Это, понимаете, то есть как бы в Чернобыле-то, значит, после эвакуации населения мародерство было, да, там, или вот в Японии, да, до сих пор мародерствует. Поэтому не нужно думать, что вот если людей эвакуировали, значит, они все бросили и уехали, их там увезли, да, в эвакуационные зоны. А что будет с их имуществом, что будет с их домами, что будет с их квартирами, понимаете, да? То есть как бы люди могут же все это потерять. Поэтому, когда вот, допустим, подписи забирают за то, чтобы объявить там зону ЧС, я бы прежде всего спросил бы у самих жителей Челябинска, чуть не сказал, Сибая, согласны ли они на то, чтобы их оттуда эвакуировать. Да, то есть как бы это как бы первый момент. Второй момент, когда я вот отслеживал вот эту вот всю ситуацию, мне стало любопытно, на самом деле, почему бы не объявить в Сибае, значит, зону ЧС. Хотя бы, скажем, локально. Угу. Да? То есть, как бы, получается, что, локально, я имею в виду, они же делят у себя сибайцы. Зона 500. Зона 500, зона 1000 там, и так далее, да. Значит, обнаружил следующее, что, во-первых, оказывается, это так делать нельзя. То есть, как бы, нет таких нормативов. Вот взять, допустим, зону какую-то там, да. И то есть, если ЧС объявляется, то она объявляется на всей зоне. Почему? Потому что там наступают федеральные полномочия. То есть, вот региональные власти не могут взять и объявить ЧС. Так я не ответил. Федеральные точки, МЧС или какие-то? МЧС формирует всю систему управления в дальнейшем. Власть полностью от региональных властей переходит куда? К МЧС. Понимаете? Угу. Вот, то есть, вот это как бы один из основных моментов. И когда я начал вот эту вот всю ситуацию анализировать, обнаружил следующее, что, оказывается, у нас на территории Российской Федерации практически не осталось ни одного региона, где не было бы
вот такого рода проблем. Вот. Взять Казань, допустим, Татарию. Там превышение ПДК по аммиаку. Очень серьезная проблема. В Казани. Да. Так. Потом берем соседний там Челябинск. Да, там превышение тоже по каким-то там газам, я сейчас не помню, да, очень серьезные. Причем у них это происходит уже там, не месяц, не два, а практически каждый день у них там происходит. В Москве, да, значит, в том числе Подмосковье. То есть и вот и по всему, скажем так, по всей территории России очень много вот таких вот зон, регионах, где вот подобного рода проблемы имеются. И нигде у нас, получается, не объявлена вот эта вот ситуация ЧС, да? Нигде. Дальше самое интересное. Был такой губернатор Юревич. Это губернатор, который попытался в свое время объявить самостоятельно в своем регионе, значит, чрезвычайную ситуацию. Его уволили через 2 недели и поставили во главе региона руководителя комбината, который является основным виновником вот этих вот негативных выбросов. Ну, это разве говорит о том, что у нас все правильно происходит? Вот, то есть, как бы, я это к чему говорю, да? Я говорю это к тому, что вот эти все проблемы экологического характера, они, в общем-то, так глубоко, получается, в нашей стране закопаны. И, в общем-то, это, наверное, задача, которую должны решать вот политики. Получается, что в нашей стране есть огромная ниша, да, именно которую могут политики занять, будущее, да, для того, чтобы этот вопрос, он не решается на региональном уровне. Этот вопрос решается только на федеральном уровне. Вот я понимаю, что в любой ситуации есть люди, которые, значит, ну вот, допустим, в частности, все, что происходит в Сибае, да, есть люди, которые говорят, вот, значит, региональная власть не справляется, соответственно, их надо отправить в отставку. Никаких проблем как бы нету, да, то есть обычная политическая борьба, это нормально, она должна происходить, но в то же время мы, наверное, должны тогда в этом случае откровенно и честно сказать сибайцам, что в данной ситуации мы просто вас будем использовать, потому что мы не решим вашу проблему. Понимаете, да, вот отставка, не отставка региональных властей, она не сдвинет эту проблему. То есть она ее не решит. И вот потому что все находится в руках как бы федеральной власти. Поэтому, значит, именно здесь, значит, что мы должны для себя определить? Что мы хотим? Какой хотим получить результат? Главный результат — это решить проблему с газом. Чтобы... Решить, да, именно решить экологическую проблему. Значит, какие есть на сегодняшний день, исходя из этого, пути решения? Да, они обозначены. Там заливать водой, соответственно, да, там глиной, еще чем-то, и, соответственно, тушить этот пожар. Решают на сегодняшний день региональные власти эту проблему? Решают. Насколько эффективно вопрос? Вот насколько у нас Марк Сафаров говорил, что медленно решает. Насколько эффективно, это тоже вопрос, и я, значит, у себя вот опубликовал статью, не помню, какого-то издания, там говорилось о том, что УГМК привлек к решению вот этой вот задачи, значит, ученых из Магнитогорска. И, соответственно, вот они дали, как бы свой обзор, и там, значит, можете почитать эту статью, она у меня на ленте есть, я ее перепостил. И вот там говорится о том, что, в общем-то, медленное затопление происходит из-за того, что у ГМК необходимо эвакуировать оборудование, которое находится внизу. Вот примерно такую версию Марк Сафаров у нас тоже озвучил, что есть интересы экономического характера у собственников карьеры. Да, вот это меня возмутило. То есть, как бы вот, и это как раз снова нас возвращает к тому, что, а что мы хотим, да? Мы хотим добиться результата. Нам нужно, чтобы, значит, вот этот газ, который там выделяется, он перестал выделяться, а получается, что у ГМК, вот этот комбинат, да, УГМК же, да, он называется, с нами играет вот в какие-то определенные вот политические игры. А инструментов воздействия у нас на него нет. И это снова нас возвращает к вопросу,
номер один, что все-таки решение этих проблем находится не здесь. Решение этих проблем находится именно там, в центре. В общем, понимание этого есть, но мы-то можем что обсудить? То, как это обсуждается, скажем, да, на уровне региональной власти, как затыкаются, возможно, рты кому-то, да, как проводится некая пропагандистская работа, в том числе из официальных СМИ. Вот это интересует, да, то есть то, что, в общем, правду пытаются замолчать в некотором роде. Есть такое? Ну, не знаю, вот мне лично никто ничего не затыкает, да, то есть как бы не ограничивает свободу. На БСТ я видел, да, тоже там выступление, что вот протест кем-то инспирирован, людям платят деньги за то, что они собираются на сход граждан, Путину обращение. Ну вот смотрите, разозлило кого-то. Я как раз об этом и говорил, да, вполне возможно, что я вот просто не видел этого, да, ну... Обращение к Путину уже было? Было обращение, да, но я слышал, что мэр Сибая там, да, назвал их экскрементами и так далее. Это лично проблема этого полумертвого мэра Сибая, да, который позволяет себе, это его проблема, да, то есть как бы управленец не должен, значит, такие вещи вообще говорить. Я как раз говорю вот о том, что вот эти вот звучат же в последнее время от наших блогеров, которые говорят, вот это там инспирировано, там политические акции и так далее. Ну, смотрите, я же как раз об этом и говорил, что вообще любой политический процесс, любая проблема, она всегда будет использоваться противниками, да, твоими оппонентами для того, чтобы использовать эту ситуацию на собственную, как бы сказать, пользу. Это правильно? Это нормальное явление, это политическая борьба, и к этому нужно относиться прежде всего спокойно. И если, значит, мы, кроме как, ну, скажем так, грубо заткнуть рты, больше ничего предложить не можем, это плохо. Потому что, ну, я вот лично, ну, по себе могу сказать, да, мне никто ничего не затыкает и ни в чем меня не ограничивает. То есть, как бы я свободен и волен в своих рассуждениях, и что считаю нужным сказать, то и говорю. Поэтому не могу сказать, о ком эти люди говорят. То есть, как бы, да, я примерно догадываюсь, в последнее время в социальных сетях очень идет активное обсуждение, ну, некоторых медийных персон, которые якобы допустили себе высказываться, да, вот, ну, нелицеприятно каких-то там других людях. Ну, вообще, я вот по себе сужу, я всегда говорю все открыто и всегда говорю публично, и никогда не говорю каких-то там, ну, вещей, да. Я могу сказать вот одно, может быть, даже не стоит об этом в эфире говорить, ну ладно. В общем, где-то, наверное, месяц-полтора тому назад, значит, мне, значит, пришло сообщение в Телеграм от, значит, от одного моего знакомого московского товарища, говорит, с тобой хотели бы переговорить. Я говорю, ну, какие проблемы? Не вопрос. Пожалуйста, давайте переговорим. И, значит, ко мне поступило предложение от одного человека, который якобы представляет интересы одной экономической, скажем так, группы, и, значит, мне было сказано, ну, в общем-то, говорит, вы неплохой спикер, мы бы хотели, чтобы вы поучаствовали в одном проекте. Я говорю, а в каком проекте? Вот мы готовы вам заплатить энную сумму денег за то, чтобы вы, допустим, озвучили то, что нам необходимо. Я говорю, ну, во-первых, то есть, как бы, я за деньги, значит, я об этом никогда, ну, никому не говорил, да, то есть, как бы, я за деньги ни в коем случае никогда ничего не оглашаю и не собираюсь оглашать. Это политического характера были вещи? Да, политического характера, даже мне прислали план действий, то есть, как бы, для того, чтобы я ознакомился там подробно. То есть у Радия Хабирова оппозиция в столице? Мы об этом говорим? Я не готов вот так далеко рассуждать, да, то есть оппозиция, не оппозиция. Я вот в данной ситуации излагаю пока факты. Для того, чтобы делать какие-либо выводы, это нужно детально проанализировать всю ситуацию целиком. Понимаете? Потому что вот на каком-то единичном, допустим, факте, да, сказать о том, что вот это я намеренно не оглашаю, какую экономическую группу представляют эти люди, для того, что я точно не знаю, оттуда, не оттуда. Вполне возможно, это просто провокация для того, чтобы, ну, скажем так, столкнуть в регионе представителей разных, да, экономических групп, там,
с администрацией и так далее. То есть в регионе на сегодняшний день еще единства нет, о котором, в общем, говорят с первых дней Ради Хабирова, что он способен консолидировать элиты и так далее. Это я вот как раз к этому вопросу и веду, да, то есть как бы внутри региона я как раз к чему и говорю, если посыл-то Хабирова был такой, что, в общем-то, мы все должны, нет ни сарбаевских, рахимовских, хамитовских и так далее, да, то есть как бы мы один народ, и мы движемся к одной цели, от него такой посыл прозвучал, и все его приняли, и я в том числе, да, то есть как бы, ну, четко следую, да, вот тому призыву, который, в общем-то, прозвучал. И те люди, которые, в общем-то, ну, наверное, себе позволяют какие-то нелицеприятные отзывы о ком-то, они, наверное, возможно, нарушают, да, вот это данное публичное обещание. И поэтому я не выносил все это на публичное обсуждение, потому что это, возможно, дало бы стимул к неким, да, конфронтациям, да, и могло бы что-либо спровоцировать. Поэтому я к этой информации отношусь, ну, настороженно, просто принял к сведению и, значит, для того, чтобы в дальнейшем просто отслеживать, да, все эти, значит, возможные проявления. Вот. Поэтому здесь мне кажется, что противники, ну, имеется в виду оппоненты, политические оппоненты, они всегда присутствуют, у кого-то там, я не знаю, больше возможностей, у кого-то меньше возможностей. Регион у нас привлекательный с точки зрения своего потенциала, да? Так ведь? Поэтому, мне кажется, все нормально, не нужно каких-то лишних вот истерик, дерганий. У нас не так много времени, я вот должен спросить, да, в целом я так вот вижу, да, что позитивно оцениваешь, да, работу Радия Хабирова в республике. Ну, я не сказал, что позитивно оцениваю. Ну, в целом. Все-таки больше, наверное, плюс, чем минус. Я оцениваю нейтрально, я бы сказал так. А можешь ли ты выделить вот наиболее слабую, скажем так, область, да, в которой ведется работа Хабирова и его команды? Ну, мне кажется, что это все-таки, наверное, больше в информационной части есть какие-то определенные, ну, просчеты. Потому что если происходит публичное обсуждение каких-либо, ну, вот, персон, да, и идет какое-то навешивание ярлыков, мне кажется, что все-таки это неправильно. И нужно, понимаете, вот сам по себе Хабиров, он же такой компромиссный человек, да? Он же политик, и федеральный политик, и, в общем-то, всегда умел находить компромиссы. В этом и есть успешность его карьеры. Именно благодаря этому он стал главой нашего региона. Компромиссы или все-таки он умел вести борьбу? Что было на первом месте? И в том числе и борьбу вести, и в том числе и находить компромиссы. Вот даже вот тот вопрос, который вот ты же озвучил, да, там человека пришел вопрос, а мог ли там Сарбаев вернуться в регион главой, да? Там вот вопрос такой, да? Вот, это же тоже вот показатель. Вот Сарбаев, да, мог вернуться. У него шансов, возможностей было гораздо больше, чем у того же Хабирова. Но он все эти возможности упустил в тот момент, когда отвернулся от своей команды, Сарбаев, и отвернулся от того же Муртазы Губайдуловича. А Хабиров использовал все свои ресурсные возможности для того, чтобы установить контакт со всеми, да, в том числе и с Муртазой Губайдуловичем, возобновить отношения. Вот на 80-летие он специально приезжал. Вот, поэтому это о многом говорит. Это и борьба, и компромисс, да, и вернуться к себе домой, и сейчас в регионе столкнуть между собой лидеров общественного мнения, это же плохо. Получается же столкновение лидеров общественного мнения. И мне кажется, что все-таки в этом есть определенный просчет. Если говорить о просчетах, но это же не он же управляет этой сферой. Это же управляют его представители, помощники. Вот, ну, Мурзагулов уже управляет этой системой. В общем, да, но вполне руководителем возможно, является Ради что Хабиров. он же где-то на отдыхе находится, да, вполне возможно, наверное, на информационном пространстве ощущается его отсутствие. Возможно. Ну что ж, у Мурзагулова Ростислава мы об этом и спросим в следующий раз. А пока мы будем прощаться. У нас в студии был общественный деятель Азамат Галин. Спасибо всем, кто был с нами. До новых встреч. До новых встреч. Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь.